В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Новый больничный комплекс открыли в Верхоянском районе. Премия «Якутянин года-2020». В Якутске назвали имена обладателя гран-при и лауреатов. Столица Якутии может стать частью невероятной кибервселенной. В планах провести международный турнир. Новый больничный комплекс на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену открыли в Верхоянском районе. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. Там он находится с рабочим визитом. Новый объект имеет важное значение для жизни и здоровья верхоянцев. Его строительство длилось 4 года. Также в рамках поездки руководитель региона планирует обсудить дальнейшее развитие предприятия «Полюс холода» и встретиться с погорельцами, пострадавшими от пожара в 4-квартирном жилом доме. Школьники из села Тамтор получили награды за спасение тонущего человека. Сегодня Айсен Николаев вручил братьям Наумовым, Косте и Айстану памятные медали Совета Федерации и Федерального собрания России за проявленное мужество и нагрудные знаки «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. Напомню, 13 июня 2019 года в селе Тамтор произошла трагедия. В реке Барулах утонула девочка 2007 года рождения. Она вместе с Борисовым Юрой 2009 года рождения перевернулась на лодке. В это время, увидев происходящее, братья Наумовы, рискуя собственной жизнью, спасли жизнь Борисова Юры. В столице региона подвели итоги общественной премии «Якутянин года-2020». Якутск. Кто стал обладателем главной премии этого года и что дает жителям столицы признание горожан, в материале Дмитрия Тымырова. Действительно замечательный день. Я сегодня нахожусь в окружении истинных героев нашего времени. Это люди, которые являются путеводными звездами в наше сложное время, путеводными звездами, которые показывают нам доброту сердец, самоотверженность для развития нашего общества, города. Для меня большая честь сегодня присутствовать в этом замечательном празднике, участвовать как организатор, вручать лауреатам их заслуженные медали. Замечательный день. Я поздравляю каждого из 21, кто был отобран в шорт-лист, и особенно лауреатов и нашу Карину. Это огромная радость, то, что Карина у нас сегодня победила. Власти республики в текущем году продолжат работу над национальными проектами, которые успешно развивались в 2020-м. Председатель правительства Андрей Тарасенко выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме. Ранее наш телеканал передавал, что глава Кабинета министров региона дал старт отчету регионального правительства. Он призвал жителей республики не оставаться в стороне и активно участвовать в отчете. Фактически мы исполнили весь бюджет, национальные программы все выполнили фактически. И показатели по рейтингу мы 20-е место заняли. За счет дополнительных поступлений из федерального и республиканского бюджета удалось своевременно оснастить учреждения здравоохранения, осуществить дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, обеспечить лекарством населения и организовать бесперебойную работу санитарной авиации. Меры социальной поддержки, которые были приняты правительством Российской Федерации, такие как повышение максимального размера пособия по безработице, назначение выплат для детей, смягчили само воздействие кризиса на занятость и располагаемые доходы населения. У нас 160 тысяч семей с детьми, 12 тысяч безработных получили помощь в виде выплат и пособий на сумму порядка 9 миллиардов рублей. Что касается бизнеса, 2 миллиарда рублей направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства. А системообразующим предприятиям оказана помощь порядка 7 миллиардов рублей. Впервые из-за эпидемиологической ситуации в регионе отчеты будут проходить исключительно в онлайн-формате на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио Т-Тим. Далее эфиры отчета правительства по графику будут проходить с участием всех заместителей председателя правительства в разные дни в течение февраля.
Вопросы во время прямых эфиров можно будет задать по многоканальному телефону, позвонив на номер 8 41 12 32 01 11 или отправив СМС либо сообщение по WhatsApp на номер 8 914 279 22 62. С завтрашнего дня вопросы будут приниматься через портал «Якутия Клик». Итоги отчета будут подведены 27 февраля в 11:00 председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко. Отмечу, что завтра в 11 часов в прямой эфир выйдет первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников. В Якутии планируется ввод 49 социальных объектов в этом году. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказала министр экономики республики Майя Данилова. Это будут 10 школ, 16 детских садов, 9 объектов культуры, 7 объектов здравоохранения, 4 объекта спорта, спальный корпус Вилюйского психоневрологического дома-интерната, круглогодичный детский лагерь отдыха «Полярная звезда» и здание Малой академии наук. В связи с аварийным состоянием исторического здания главный корпус Якутского государственного музея имени Емельяна Ярославского закрывают на реставрацию. Такое решение было принято ради безопасности и сохранения уникальных экспонатов. Когда главная экспозиция музея снова приоткроет двери для посетителей, сюжет Виктории Федоровой. Скелет терехтяхского мамонта знает не одно поколение якутян. Сейчас этот естественный исторический памятник, смонтированный палеонтологом Петром Лазаревым, готовится перенести на 3-й этаж. По словам работников, сборка скелета займет немало времени. Так, часть постоянной экспозиции будет размещена на других выставочных площадках музея. Но старая экспозиция уже никогда не будет прежней. Основная экспозиция, которая стоит, она была поставлена после капитального ремонта в 2004 году. То есть наша основная экспозиция, она уже никогда не будет такой, какой она сейчас стоит. Она поменяется. И когда после ремонта, реконструкции наших посетителей будет ожидать совершенно другой музей. Вот поэтому я вас приглашаю наших любимых посетителей успеть посмотреть ту экспозицию, которую будете вы вспоминать еще через 20 лет. О том, что здание старейшего музея нуждается в реконструкции, стало известно давно. Но из-за проблем с финансированием вопрос так и оставался нерешенным. И мог бы и дальше оставаться открытым, если бы не начали рушиться стены, а полы разваливаться. Свои коррективы внесла и аномально холодная зима. В старом корпусе стало невозможно работать. Такое вот состояние, оно началось не сегодня, это уже несколько лет. 2012 года мы видим, что у нас здание находится в таком состоянии, что у нас стены начали уже разрушаться. Вот. И вот в январе произошли тоже вот последние у нас, по наблюдениям, у нас последние изменения. Здание было построено в 1924 году. Через 2 года после ввода его определили под музей. С тех пор проводили лишь косметический ремонт. Пришло время для реконструкции, говорят сотрудники. Вот, в прошлом году у нас было Якут-ПНИИС провел свои исследования нашего здания. Оно было признано аварийным. Поэтому мы приняли решение, что с 1 марта мы главное здание наше закрываем для посетителей. О том, в каком стиле будет выполнена новая экспозиция, говорить еще рано. Ведь пока неизвестно даже, когда начнется реконструкция. Поскольку Краеведческий музей является памятником культуры, реставрацией должны заниматься только лицензированные специалисты. Так что главный корпус придется закрыть на неопределенный срок. Сейчас музеем подготовлено техническое задание на проектно-сметную документацию. Сотрудники музея надеются, что к столетию якутской автономии старейший музей республики обретет новый облик. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Экзамены в школах страны начнутся в конце мая. Рособорнадзор опубликовал расписание для выпускников 9 и 11 классов. Для ОГЭ и государственного выпускного экзамена для 9 классов установили только 2 обязательных предмета – русский язык и математика. 24 и 25 мая школьники будут сдавать русский язык, 27 и 28 мая – математику. Для учеников 11 класса экзамены также состоятся по 2 предметам – 25 мая по русскому языку и 28 мая по математике.
Якутск сможет принять российский или даже международный турнир по киберспорту в 2022 году. Эту идею обсудили на совещании по сотрудничеству Якутии и Федерации компьютерного спорта России, которое состоялось на площадке постпредства республики в Москве. Что нужно, чтобы к нам приехали мировые звезды киберспорта, узнавал Максим Кардозу. Киберспорт набирает обороты и привлекает все больше внимания. 100 тысяч россиян ежегодно принимают участие в различных компьютерных турнирах. И с каждым годом их становится только больше. И неудивительно, призовые фонды таких соревнований могут составлять миллионы долларов. Поздравляем еще раз УЖИ. Уже я где-то это видел. И опять все взрывается. Ух! И Якутск может стать частью этой невероятной кибервселенной. Федерация компьютерного спорта России готова провести финал крупного турнира российского или даже международного уровня в Якутии в 2022 году. Для этого, во-первых, нужна подходящая площадка. Вот если мы посмотрим, как проходили соревнования в других регионах, в Тюмени, в Казани, это площадка, которая вмещает в себя несколько тысяч человек. Вот, например, в Тюмени там было 5000. Во вторую очередь, там необходим качественный интернет. Но Якутия с этим никаких проблем не испытывает. А в третью очередь, естественно, необходим опыт. Опыт проведения подобных соревнований на региональном уровне. И у Якутии есть опыт в проведении крупных турниров по киберспорту, причем не только республиканского, но и дальневосточного масштаба. Мы планируем сейчас на апрель месяц провести республиканское мероприятие, чемпионат республики, уже тоже в Дахсуне, еще крупнее попробовать, да, чтобы отточить все нюансы для того, чтобы уже совместно с Федерацией компьютерного спорта России у нас на территории провести крупное российского формата мероприятие. Наши земляки постоянно добиваются успехов на российском уровне. Так, в декабре 2020 года сборная 31-й школы стала чемпионом Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги среди 1000 участников. И вполне возможно, в Якутии будут появляться и новые чемпионы. В рамках нацпроекта образования во многих школах республики должны заработать так называемые точки роста, оборудованные современными компьютерами. Вот эта современная модернизированная компьютерная база позволит развивать в том числе компьютерные виды спорта, которые интересны для детей и способствуют развитию общих IT-навыков, компетенций, которые очень важны для выбора будущей профессии. Есть еще одна приятная новость для наших IT-компаний. Российская Федерация по компьютерному спорту заявила о желании проводить турниры и по играм, которые созданы именно якутскими разработчиками и набирают все большую мировую популярность. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этому часу вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию.